В эфире новости спорта, студия Ольга Башук. Здравствуйте. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сыграл в ничью с немецкой «Баварией» со счетом 0-0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд. Ливерпуль и «Бавария» провели 7-й очный официальный матч, 4 из которых завершились ничейным результатом. До этого клубы в последний раз встречались 22 апреля 1981 года в рамках полуфинала Кубка чемпионов. Этот турнир – предшественник Лиги чемпионов. Тогда матч завершился со счетом 1-1. «Бавария» не смогла отличиться на Энфилде в 4-м матче подряд. Ливерпуль не проигрывает 20 матчей к ряду в Еврокубках на своем поле. Последний раз команда уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0-3 в октябре 2014 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет 13 марта в Мюнхене. Российский нападающий клуба «Тампа Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. На прошедшей неделе 25-летний Кучеров провел 3 матча, в которых набрал 10 очков. Он лидирует в списке бомбардиров лиги с 94 очками в 59 встречах. Второй звездой недели стал российский форвард Сент-Луиса Владимир Тарасенко, набравший в 4 встречах 10 очков. А третьей звездой стал канадский форвард Питтсбурга Сидни Кросби, который в 4 матчах набрал также 10 очков. Тиффани Загорский и Джонатан Гурейра заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России, который проходит сейчас в Великом Новгороде. По сумме ритм танца и произвольного танца Загорский и Гурейра набрали 195,2 балла. Второе место заняли Беттина Попова и Сергей Мозгов. Третьими стали Аннабель Морозова и Андрей Багин. А как заявил ранее ТАСС, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, состав на чемпионат мира в Японии будет определяться с учетом результатов финала Кубка России. После соревнований тренерский совет сделает свои предложения. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира 25 февраля. Отмечу, Загорский и Гурейра стали 3-кратными победителями финала Кубка России. Ранее они побеждали в 2016 и 2017 годах. На этапах Гран-при в текущем сезоне фигуристы завоевали серебро в Японии и бронзу в США. А в Якутске в Доме правительства подвели итоги первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Призеры соревнований получили благодарственные письма и денежные сертификаты. Не забыли и о тренерской команде, спортивных врачах и всех тех, кто был задействован в организации такого масштабного мероприятия. В течение 8 соревновательных дней было разыграно 93 комплекта медалей. Сборная Якутии завоевала 6 из них, 3 серебра и 3 бронзы, и попала в десятку лучших. Но на этом результате останавливаться никто не собирается. Было отмечено, что зимними видами спорта в Якутии им будут уделять особое внимание. Есть потенциал наших детей, поэтому надо брать уже четкое решение по развитию зимних видов спорта в нашей республике. Ну, как говорится, на это климатические условия у нас не очень подходят. На нашей Южной Якутии, в Алдане, можно, в принципе, развивать горнолыжные виды спорта, сноуборд, слалом. Есть у нас там и условия, ну и погодные условия, скажем, более-менее лучше, чем в средней полосе в самой Якутии. Поэтому вот, если взять ориентир, то я думаю, на следующий раз мы можем уже выступить более лучше. Для любителей спорта хорошие новости. В спортивных объектах Якутска начались дни открытых дверей. Расписание посещения этих объектов вы сейчас видите на своих экранах. Свои двери откроют Дворец спорта 50 лет Победы, спортивный комплекс «Мадун», плавательный бассейн, самородок и футбольный манеж «Дахсун». Абсолютно любой желающий сможет не только бесплатно посетить тренажерные залы и поплавать в бассейне, но и также записать ребенка на секции по различным видам спорта. А это были новости спорта. Всего доброго!